Madhava Kunja Bihari Gopinana Vallabha Girvardhari Gopinana Vallabha Girvardhari Yashodanandana Bhajanana Randana Anandana Brajadana Randana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunta Bihari Radha Madhava Kunta Bihari Hare Krishna. Сегодня Шримад Бхагаватам, 6-я песнь, 17 глава. Дите дает обет погубить царя Индру. Hare Krishna, დღეს ვკითხულობთ შრიმად ბჰაგავატამის მეთოდ მეექვსე სიმღერის მოთხრობამდე თავს, რომელსაც ქვია დიტიდებს აღთქმას მეფე ინდრას მოკლისა და ვკითხულობთ ლექს 56-ს. Почитай текст. Вначале почитаем. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскрит. Нарам чайвана рупам. Девим сарасватим ясам. Нашта праешна бадрешу нитям Бхагавати севая. Бхагавати уттамаштвати бхактир бхавати найштати. Текст. Пратишрутам дадамити вачастанам ришабавети. Бадхам нархати чендропи татредам пракалпате. Дословный перевод. Пратишрутам обещанное. Дадами дам. Идти так. Вачаха сказанное. Тат то. Нага не. Мриша ложно. Баветы будет. Вадхам убийство. На. Не. Архати подобающий. Ча также. Индрага. Индра. Апи также татра в этой связи. Идам это упакалпаты подходящий. Перевод Шрила Прабхупады. Кадатара Пандит Прабху. А какой стих вы читаете? 43. 43? Вроде 46-й сегодня. 46-й. 46. Да. Вам сказали 43? Так, ладно, сейчас.
Харе Кришна, Гададхара Пандит Прабху. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогие преданные. Дитирувача дараишье вратам брахман брахи карьяни яни чехани тани на вратам гнанти яни янюта. Читаем перевод. Дитя ответила: дорогой Брахман, я, безусловно, последую твоему совету и дам этот обет. Теперь милостиво объясни мне, что я должна делать, что мне запрещено и что не является нарушением данного обета. Пожалуйста, дай мне ясное наставление. თარგმანი. Перевод. დიდი მიუგო, ჩემო ძვირფასო ბრაჰმანო, მე შენ რჩევას უსიტყვოდ მივიღებ და აღთქმასაც მოგცემ. ახლა გულმოდგინედ ამიხსენდი, რა უნდა გავაკეთო, რა მაქვს საკრძალული და რა არ დაარღვევს ჩემს აღთქმას. თხოვ გასაგები დარიგებები მომცე. Так, комментарий. Как уже объяснялось, женщинам свойственно преследовать свои личные интересы. Дити горело желанием уничтожить Индру. И к тому, когда Кашьяпа пообещал через год исполнить ее желание, при условии, что она даст определенный обет, Дити сразу же согласилась и сказала: пожалуйста, скажи мне, в чем заключается этот обет и как его правильно соблюдать. Я обещаю неукоснительно следовать всем правилам и никогда их не нарушать. Это еще одна сторона женской психологии. Хотя женщинам очень нравится добиваться исполнения своих желаний, когда кто-то дает им совет, особенно если это муж, они простодушно следуют этому совету. Это позволяет изменять характер к лучшему. По своей природе женщины склонны следовать за мужчиной, поэтому под руководством достойного мужа у нее есть все возможности для совершенствования. Так заканчивается комментарий. Просто перевод. კომენტარი. როგორც ზემოთ ითქვა, ქალები საკუთარი ძრახობისა და ინტერესების დამშვენი არიან. დიტიც ამიტომ იწვოდა ინდრას განადგურების სურვილით, მაგრამ როცა კაშიაპა მუნი დახპირდა 1 წლის მერე შეასრულებდა მის ამ წადილს, ოღონდ იმ პირობით თუ იგი გარკვეულ აღთქმას დადებდა, დიტი უმალვე დათანხმდა. თხოვ მითხარი, რა შემდგომარეობს ეს აღთქმა სწორად და როგორ დავიცვა იგი. პირდები ყველა წელს განუხრელად დავიცავ და მათ არასდროს დავარღვევ. ეს ქალის შინაგანი ხასიათის კიდევ ერთი მხარეა, ქალის შინაგანი ხასიათისა. მართალია ქალს საკუთარ ზერავხათა ასრულება ძალიანაც მოსწონს, მაგრამ როდესაც მას ვინმე ჭკუას არიგებს განსაკუთრებით ქმარი, იგი მიამიტურად მიჰყვება მის დარიგებებს. ამ დროს შესაძლებელია მისი ხასიათის სასიკეთოდ შეცვლა და სრულქმნა, რა თქმა უნდა, თუ მისი ქმარი ღირსეული ადამიანია. Hare Krishna. Jnana-timirandasya jnana-jnana-shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri-gurave namaha Shri Chaitanya Mano-Vishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamahyam Dadati Swapanam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Bhagavate Vasudevaya
Намо, намо, шешдоша, тыртыртыр, нагманы, пирича, шарва, курвенья, вандяем, шпарай. Так, здесь история. Связанная с тем, что дети задумала отомстить Индре за смерть ее сыновей, которые крайне шипуют, крайне большие. ეს არის ისტორია, როდესაც დეტიმ გადაწყვიტა ჩაიფიქრა, რომ ინდრასთვის მიეძია თავისი ვაჟების მოკვლისგან. И, в общем, на лицо можем видеть разное отношение к этой ситуации со стороны отца Кашьяпы и вот самой матери детей. ხედავთ სხვადასხვა დამოკიდებულებას ამ სიტუაციასთან, მამას კაშიაპას და დედა დიტის შორის. Вот из целой серии стихов мы видим, что дети повела себя материалистичным образом, на таком телесном сознании, под влиянием принципов, как я и мое. ხედავთ ამ ლექსებში, რომ დიტი მატერიალური ცნობიერებით იმოქმედა მე და ჩემს პრინციპით სხეულისეული ცნობიერებით. Вот это, и, в общем, Шрила Прабхупада здесь во многих комментариях объясняет, что в целом такова природа женщин, потому что они больше связаны с телесной деятельностью. და შლაპრაპადა კომენტარებში ხსნის, რომ ზოგადად ასეთია ქალების ბუნება, რადგან ისინი უფრო სხეულისეულ საქმიანობასთან არიან კავშირში. В этой связи я вспоминаю Прашна Упанишад, и там объясняется, как действует, в чем уникальность мужской энергии и женской, в чем их различие. ამასთან დაკავშირებით პრაშნა უპანიშადი მახსენდება, სადაც ახსნილია კაცის და ქალის ენერგიები და რა არის მათ შორის განსხვავება. Значит, и там описывается, что вот это наше бытие, оно состоит из двух аспектов. Вот, в частности, в послании этого Упанишад говорится такие аспекты, как мурта и амурта. То есть, да, я сейчас перебью. ჩვენი ყოფიერება, ეხახსნება, რომ ჩვენი ყოფიერება ორი ასპექტისგან შედგება, მურტა და ამურტასგან. Значит, мурта и амурта. Мурта – это как мурти. То есть это воплощенное бытие, телесное бытие. И это женская сфера. მურტა არის როგორც მურტი, სხეულისეული ყოფიერება და ეს ქალური ასპექტია. Значит, мы знаем, что вот эти все формы, все тела рождаются в этом мире через участие пракрити, женской энергии, и, в частности, женщины непосредственно также рождают потомство. Ხედავთ, რომ ყველაფერი აქ სამყაროში იქნება პრაკრიტის ან ქალური ენერგიით და ქალი ბადებს შთამომავლობას. И для этого, значит, те условия, которые требуются, чтобы потомство
не только родилось, его надо вырасти, воспитать, кормить. То есть у женщины есть свое царство, дом, семья. და ქალს აქვს თავისი სამეფო სახლი, ოჯახი, იმიტომ რომ ბავშვი ჭირდება გაზრდა და ჭმევა და ასე შემდეგ. И получается, ну, фактически дома так оно часто есть, что женщина как царица, хозяйка. То есть, конечно, хозяин, но хозяин часто может быть занят какими-то внешними делами, вот, а женщина полноправно решает все вопросы. ქალის სახლში არის პატრონი, დედოფალია ქალი, რა თქმა უნდა, კაცის პატრონია, მაგრამ ის უფრო გარე საკითხებს წვეთს და სახლში ქალი წვეთს ამ ყველაფერს. ქალია პატრონი სახლისა. Вот, то есть, ну и так как из-за такого очень тесного вовлечения с этими вещами, то сильные привязанности и антипатии. და ამის გამო ძლიერია მიდაწყვილებები და ანტიპატიები. То есть мужское начало, там говорится, аморта. Аморта то, что связано не с телом как таковым, а с жизненной силой, с праной, которая на самом деле основа вот этой нашей энергетики. და მამაკაცური ძალა არის ამურტა და ის უფრო სხეულთან კი არა, პრანასთან არის კავშირი, სასიცოცხლო ძალასთან, რაც ჩვენს ძირითად ენერგეტიკასთან აქვს კავშირი. Это более высокий принцип такой. Прана – это наше дыхание жизни, это наше переживание. Суть бытия дживы – это прана. და ეს პრანა უფრო მაღალი პრინციპია, უფრო მაღალი ყოფიერება ჯივას, ჩვენი ცოცხლის სუნთქვა, ჯივას ცხოვრების არსი არის პრანა. И она, то есть, ну и, соответственно, вот эта прана, она подпитывается от солнечной энергии, а вот эти физические тела, они подпитываются от лунной энергии. შესაბამისად, პრანა იკვებება მზის ენერგიისგან და ფიზიკური სხეულები კი მთვარის ენერგიისგან. Поэтому мужчины больше связаны с солнцем, а женщины связаны с луной. ამიტომაც კაცები უფრო მზესთან არიან დაკავშირებულნი, ხალები კი მთვარისთან. Вот. И мы знаем, что вот эти два главные светила, которые регулируют день и ночь, значит, и с ними связаны также два пути. და ჩვენ ვიცით, რომ ამ ორ მთავარ მნათობთან, რომელიც არეგულირებს დღეს და ღამეს, მათთან კავშირშია ასევე ორი გზა. Значит, два пути небесные, описанные в Ведах. Значит, вот этот темный путь, он ведет на Луну, в рай, а светлый путь – это путь восхождения, значит, Богу через солнце пролегает. თავი გზა, რომელსაც მივყავართ სამოთხეში და თეთრი გზა, რომელსაც მივყავართ ღმერთთან მზის გავლით. Соответственно, значит, так как мужчины, они связаны с энергетикой праны, ну, как там у Упанишад говорится, что они под опекой находятся как бы под таким, значит, управителем праны, бог дыхания.
რადგან კაცები პრანის ენერგიასთან არიან კავშირში, უპანიშადებში ნათქვამია, რომ ისინი არიან პრანის მმართველის მფარველობის ქვეშ. А женщины под опекой его божественной супруги. ქალები კი არიან მფარველობის ქვეშ მათი ღვთაებრივი მეუღლისა. И один и другой, они как семейная пара такая небесная. То есть они личности высокой божественности, но у них также сфера деятельности характерная, как мужская и женская. ორივეს აქვს და ამგვარად ორივეს შესაბამისი საქმიანობის სფერო აქვს, რაც მათ ბუნებას ახასიათებს კაცისა და ქალის. У каждого пола есть сильные и слабые стороны. ყოველ სქესს აქვს ძლიერი და სუსტი მხარეები. Так как мужчины связаны с Солнцем, то есть традиционно практически во всех религиозных традициях мужчины, они жрецами. Они там муллы, эти вот священники, брахманы, которые там клоняются, пуджу совершают, батюшки и так далее. რადგან კაცები მზესთან არიან კავშირში, ძირითადად ყველა რელიგიურ ტრადიციაში კაცები არიან მღვდლები, მულები, ბრაჰმანები, რომლებიც სხვა შეწირვებს ასრულებენ და ასე შემდეგ. Сейчас вот иногда те, кто не знает какие-то на уровне энергетики различия в этих вопросах, они могут задаваться вопросом, а почему вот им только мужчины поклоняются, почему не женщины? Ну, на то есть вот актуальные причины с телесным бытием, вот, с особенностями природы, то, что мужчины им предопределено по энергетике, вот, у них они больше связаны с солнечным путем. და ვინც არის ეს ენერგეტიკის სინათიფეები, შეიძლება კითხვა გაუჩნდეთ, რატომ მაინც და მაინც კაცები, არა ქალები და თუ დავაკვირდებით, ხედავთ, რომ კაცები, იმიტომ რომ აქტუალური მიზეზია მისი, კაცები არიან კავშირში მზის გზასთან უფრო. Они связаны с путем восхождения к Богу, и там, значит, предполагается, что если кто духовно продвинутый, то он, значит, покинув это тело, по солнечному лучу поднимается до солнца, и тогда его карма полностью сгорает. და ნათქვამია, რომ თუ ამ გზით მიდის კაცი, როდესაც სხეულს ტოვებს, მზის სხივების გზით ადის მზემდე და შემდეგ მისი კარმა ბოლომდე იწვება. В этой связи у мужчин ведущая такая роль, и они не столь привязаны к этим вещам. То есть Кашьяпа, он не стал так реагировать, что надо Индру наказать смертью. Он понимал, но несколько по-другому, смотрел на это совсем по-другому. ამიტომაც კაცების სიტუაციას სრულიად სხვაგვარად უყურებენ და კაშიაპამუნიც სულად თვლიდა, რომ ინდრა უნდა დაესაჯა. Он видел реальную ситуацию, что, значит, это произошло не случайно, на то была воля Всевышнего, и Индра просто инструмент в этом. და ისხედავდა, რომ ეს შემთხვევით არ მოხდა, ეს ბედის წერის გამო მოხდა და ინდრა უბრალოდ ინსტრუმენტი იყო ამაში. И, соответственно, хотя он и стал исполнителем, как бы, вот это, как бы причиной гибели сыновей Дити, но на самом деле в этом не было его, по большому счету, пророка, поэтому это было ошибочное мнение, что его надо покарать смерть, там наказать. და იმის მიუხედავად, რომ ის გახდა უბრალოდ უშუალო შემსრულებელი მიზეზი, ამისი თითქოს ინდრას გამო მოხდა, სინამდვილეში ეს ბედის წერა იყო უბრალოდ, ამიტომაც არ უნდა ეფიქრა ესე, რომ მაინც და მაინც ახლა ინდრა უნდა დაისაჯოს. Ну вот, получается, что он был
на такой, на духовной платформе. Иногда преданные, возвышенные преданные, они вот молятся очень одухотворенно и говорят, что Господь, ты мой прананатха, ты властелин моего дыхания. ზოგჯერ უფალის მიმართ ასე ცულობენ, უფალო შენ პრანანათა ხარ, ჩემი სუნთქვის ბატონი. И это не случайно. Что такое прана? Прану мы можем чувствовать. Мы дышим, значит, и с праной у нас есть такие вот эти вот чувства в сердце, которые возникают. Это некие чувства, связанные вот как раз с энергией, с энергетикой праны. და პრანა ჩვენ შეგვიძლია ვიგრძნოთ, როცა ვსუნთქავთ, ჩვენ გარკვეული შეგრძნებებიც მოგდის და ეს შეგრძნებები პრანის ენერგეტიკასთან არის კავშირში. Вот, и есть такие вдохновляющие, высшие духовные эмоции, чувства, когда вот прямо сердце, оно наполняется какой-то вот присутствием духа, и это ощущение экстаза, ощущение связи с Богом. И это происходит как раз через прану. როდესაც ადამიანი გრძნობს სულის თანამყოფობას და საოცარ შეგრძნებას, საოცარი სულიერი შეგრძნება ღმერთთან თანამყოფობისა და ეს ზუსტად პრანასთან კავშირის გამო ხდება. Получается, что для нас прана это такой очень самый тончайший инструмент, через которого мы можем чувствовать связь с Богом. გამოდის რომ პრანა უნათლესი ინსტრუმენტია ჩვენთვის, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია ღმერთთან კავშირი ვიგრძნოთ. Так же, как вот у нас есть чувство, и каждое чувство, оно имеет свое предназначение. Глазами мы смотрим, ушами слышим и так далее. მაგალითად ჩვენ გვაქვს გრძნობები და ყველა გრძნობას თავისი დანიშნულება აქვს, თვალებით უყურებით ვისმენთ და ასე შემდეგ. Но вот эта прана – это такой особый инструмент, через которого мы можем чувствовать это вдохновение. პრანა ეს განსაკუთრებული ინსტრუმენტია, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შეგვიძლია ეს გამხნევება ვიგრძნოთ. Поэтому, по крайней мере, видите, вот на русском языке оно так и звучит, это слово вдохновение, связано с вдохом, когда мы вдыхаем. რუსულ ენაზე სიტყვა ასე ჟღერს ვდახნავენია, რაც კავშირშია ვდოხთან, ანუ სუნთქვასთან. Вот, и просто, когда мы совершенствуемся в молитвенной практике, в духовной, то у нас как бы вот этот опыт общения с Богом через прану увеличивается. და როდესაც სულიერ პრაქტიკით ვართ დაკავებული, ეს პრანის მეშვეობით ღმერთთან ურთიერთობა იზრდება. Вот. И преданные поэтому тогда уже, ну так, не просто как по-книжному возносят молитву, а они прям чувствуют с переживаниями пранана, Господь, я так чувствую тебя, сердце. ამიტომაც ერთგულები არა მხოლოდ უბრალოდ რაღაც წიგნებს კითხულობენ, არამედ გრძნობენ ამ ყველაფერს პრანის მეშვეობის პრანანათა უფალო მე გგრძნობ შენ. И когда преданный чувствует такое благоговение перед Господом, восторг божественный, ему хочется склониться. Это поклон, иначе называют пранипат. То есть то же самое, как бы я склоняю свой маленький суть своей души перед беспредельным Господом. და ამგვარად ამ მდგომარეობაში ადამიანს უჩნდება ღმერთის წინაშე ქედის მოხრის სრული, რასაც ქვია პრანიპად, ანუ მე მიჩნდება რომ სრული რომ მოვიხარო ქედი შენს წინაშე, უსაზღურო სულის წინაშე. Ну и здесь вот как Кашьяпа, он как пример такой, что мужчина, если он духовно продвинутый, он может быть духовным лидером в семье. და კაშიაპას ესეთი მაგალითია, თუ სულიერია და წინწასულია, კაცი შეუძლია ოჯახში სულიერი ლიდერი იყოს. Значит, его задача
хоть вот и Дити оказалась, ну, вела себя материалистично, его супруга, но подтянуть ее на духовную платформу. და რადგან დიტი მატერიალისტურად იქცეოდა, მისმა მეუღლემაც გადაწყვიტა, რომ სულიერ პლატფორმაზე აემაღლებინა ის. То есть и в той ситуации, когда она была охвачена Дити вот этими материальными эмоциями негативными, ненавистью, сразу это было невозможно прямо сказать, давай изменим свое отношение к Индре. და რადგან ის ნეგატიური ემოციებით იყო მოცული, მაშინვე ვერ ეტყოდა, მოდი შევცვალოთ ნინდრას მიმართ დამოკიდებულება. То есть иногда, ну, значит, тот, кто уже осознал это как-то, он думает, да что такого, давайте просто изменим, давайте просто полюбим Кришну там. Вот. Но это может быть огромный процесс. Человек должен созреть до этого, дорасти. Тот, у кого еще нет этого опыта. Თუმცა ეს გაცნობიერება შეიძლება მარტივ იყოს მისთვის ამბობდეს, რა პრობლემაა, შევეყაროთ კრიშნასკენ მივიხედოთ, მივიტრიალდეთ, მაგრამ ეს შეიძლება უზარმაზარი პროცესი იყოს სხვა ადამიანისთვის, ვისაც ეს არ გაუცნობიერება და აქამდე მისვლას მოცივება სჭირდება და ეს პროცესია. Потому что когда у человека есть духовный опыт, опять дух прана, то он, значит, через сопричастность с Богом, через свою прану, он может высочайшие формы экстаза испытывать. და როდესაც ადამიანს სულიერი გამოცდილება აქვს პრანის მეშვეობით, უდიდესი ექსტაზის განცდა შეუძლია. Это вдохновляет его на бескорыстие, на такую трансцендентную, на самом деле, поднятие над мирскими отождествлениями. და ის ამაღლებს მციერ წარმოდგენებზე ადამიანს. Он может действовать действительно на платформе духовной любви. მართლაც სულიერი სიყვარულის პლატფორმაზე მოქმედება შეუძლია. Но если человек этого опыта не имел еще, он, ну, как у нас есть такое понятие инициированный. Инициация, ну, предполагается, что мы не просто там формально получаем имя, а мы испытываем сопричастность к этой практике, мы чувствуем, это наша жизнь и душа. მაგალითად ინიციაცია ნიშნავს არა იმას, რომ ფორმალურად რაღაცას ვიმეორებთ, არამედ როდესაც ვიმეორებთ და მაგრამ ამ პრაქტიკაში გვგრძნობთ ამ ყველაფერს, რომ სული ვართ. Вот, и когда мы включились в это состояние, тогда уже, ну, мы живем этим. Это мы не можем без этого. როცა უკვე ჩავერთეთ ამ მდგომარეობაში, შემდეგ უკვე ამით ვცხოვრობთ, ჩვენ ამის გარეშე არ შეგვიძლია ცხოვრება. Для преданного все другие какие-то наслаждения, интересы мира, они такие мизерные, кажется, потому что он получил выше. და ყველა ამ სამყაროს სხვა ინტერესი ძალიან მიზერული ჩვენებას ადამიანს, რადგან მან უმაღლესი მიიღო. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, парам дриштва нивардате. Ощутив, узрев выше, человек уже теряет интерес к низменным каким-то. როგორც კრიშნა ამბობს Bhagavad-gita-ში, парам дриштва, როდესაც ადამიანი უმაღლესი ხილავს და უმდაბლესისკენ ინტერესს საერთოდ კარგავს. Вот, и, естественно, мы, как нас Шрила Прабхупада вдохновляет, что каждый должен стать гуру, каждый должен стать проповедником. ამგვარად Шрила Прабхупада გვამხნევებს, რომ თითოეული გურუ უნდა გახდეს, თითოეული მხატვრებელი უნდა გახდეს. Нам хочется этим поделиться с другими, чтобы они тоже искали это счастье. ჩვენ გვსურს, რომ ეს სხვებს გაუზიაროთ, რადგან მათაც განიცადონ ეს ბედნიერება. Но может быть вот подобная ситуация, как в данном случае с Дити. То есть Дити – это ближайший член семьи Кашьяпы. И он не смог сразу ее
как-то преобразить. Тамგვარი სიტუაცია ზუსტად აქ მოხდა, როდესაც დიტის დაიმართა ეს და კაშეპამუნის ვერ შეძლო მაშინ ვერ მისი გარდასახვა. Он даже и понимал, что это невозможно моментально сделать, потому что это тонкая работа, которая труд, такое подвижничество, которое требует время. მაგრამ მასაც მოდა რომ ეს მარტივი არ არის, ამას დროს სჭირდება ეს დიდი შრომა. Вот, и поэтому он и предписал ей средство подходящее, это вот врата. ამიტომაც მან დაუწესა მას შესაბამისი საშუალება ამისთვის ურატა. Значит, в данном случае это было вайшнавские враты, то есть враты, которые способствуют пробуждению преданности Господу. ამ შემთხვევაში ეს ვაიშნაური ვრატა იყო ვრატა, რომელიც ეხმარება ადამიანში, რომ ღმერთის ერთგულება გამოიღვიძოს ადამიანში. Значит, у нас, когда мы приобщаемся к духовной жизни, у нас также есть обязательный врат. Значит, это как следует 4 принципам. Это врат. როდესაც სულიერ ცხოვრებას ვახებით, ჩვენს გვაქვს აუცილებელი ვრატები, მაგალითად 4 პრინციპის მიყოლა, ეს არის ვრატა. Есть вот эти вот обеты, которые постоянные для преданных. Каждодневно мы следуем принципам. არის აღთქმები, რომლებიც მუდმივია ერთგულისთვის და ყოველდღე ჩვენ ამ პრინციპებს მივყვებით. Какие-то враты, они могут быть дополнительные на особые дни, скажем, на Икадыш врат. То есть это дополнительно. გარკვეული ვრატები კი შეიძლება იყოს დამატებითი, მაგალითად ეკადაში ვრატა, ეს დამატებითი ვრატაა. Вот. Потом могут быть еще какие-нибудь картика врата. Во время картики мы можем тоже в соответствии с вот этим особым благоприятным временем что-то вот принять дополнительное, читать песню Дамадараш и вот, поклоняться Господу Дамадару. კარტიკა ვრატად შეიძლება დამატებითი ვრატა, ამ დროს უხალ დამუდარას ვეთაყვანოთ და კიდევ დამატებითი აღთქმები დავიცვათ. Вот, соответственно, в общем-то, даже в русском языке есть это слово «врата». Врата значит ворота, да? რუსულ ენაში არის ეს სიტყვა, ხომ ვრატა, ვრატა ნიშნავს კარებს. Значит, и оно как раз хорошо перекликается. То есть, если мы следуем этой практике, то для нас открывается вход. ეს კარგად არის კავშირში. თუ ჩვენ ამ პრაქტიკას მივყვებით, ჩვენთვის იხსნება კარები. Мы можем проникнуться в божественной реальности. ჩვენ შევძლებთ შევიდეთ ღვთაებრივ რეალობაში. И это не значит, что, ну, как мы куда-то переносимся в другой мир. Это не значит, что мы уже не на земле. Вроде бы внешне мы также живем здесь. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ სხვა სამყაროში გადავდივართ თითქოს მიწაზე არ ვართ. გარეგნულად ჩვენ აქ ვცხოვრობთ. Значит, мы также в том же теле, в той же квартире, там, может быть, на той же работе мы. იგივე სხეულში ვართ, იგივე ბინაში, შეიძლება იგივე სამსახურში ვიყოთ. Вот, но вместе с тем, благодаря следованию духовной практики, мы, ну, как иногда такое слово говорят, становимся как контактерами, да, мы можем контактировать с другой реальностью. თუმცა სულიერი მუშაობით ჩვენ კონტაქტიურები ვხდებით და შეგვეძლია რომ სხვა რეალობას თან ვქონდეს კონტაქტი. То есть у нас возникает связь йога с Богом, и уже через эту связь Господь ведет нас по жизни. ჩვენ გვიჩნდება კავშირი იოგა ღმერთთან და ამ კავშირით უკვე გვატარებს თავად უფალი.
И это вот как бы особенность, уникальность жизни преданного, то, что он живет другими ценностями. და ეს არის განსაკუთრებულობა და უნიკალურობა ერთგულის ცხოვრებისა, რადგან ის სხვა ფასეულობებით ცხოვრობს. Вот, и здесь вот как раз очень об этом четко говорится, чтобы подняться на такую платформу духовности. და აქ ნათლად ამაზე ნათქვამი ასეთ სულიერ პლატფორმაზე რომ ამაღლდეთ, Есть две вещи. არის Здесь ამ говорится, да. Первое это коряне, какие-то предписанные действия. არის ამისთვის ორი რამ. პირველი არის კარიანი, ანუ გარკვეული დაწესებული მოქმედებები, а, Значит, кария. Кария это значит деятельность. Вот. И ну, для нас это служение. კარია ნიშნავს საქმიანობას, ჩვენთვის ეს მსახურებაა. Как ну, и даже само отождествление вайшнавов это то, что мы становимся слугой даса или даси, слугой или служанкой Господа, и это считается как возвышенный титул. ვაიშნავსაც ხომ აქვს ასეთი ტიტული, ასე ვთქვათ, დასა ან დასი. ეს ამაღლებული ტიტულად ითვლება ეს. Значит, в санскрите, ну вот мы говорим даса, слуга, даса, даси. А есть синоним такой слуги, его называют кинкара. სანსკრიტზე არის ასე ვთქვათ დასის ან მსახურის სინონიმი, რომელსაც ქვია კინკარა. И вот этот синоним, он такой самый раскрывающий, смысловой. Ким, то, кара, что сделать. То есть преданный, он всегда, значит, готов к служению, он говорит, что я могу сделать. და კინკარა კარგად ხსნის ამ მსახურის სიტყვა მსახურის მნიშვნელობას, კინ, რა გავაკეთო. ანუ რა შემიძლია შენთვის გავაკეთო. И что значит слуга? Слуга находится в настроении слуги. რას ნიშნავს მსახური? მსახური მსახურის განწყობაში. Значит, если человек в материальной реальности, как каждый он какой-то культивирует свое эго, и он думает, это я хочу, это не хочу, это нравится, это не нравится. თითოეული მატერიალური სამყაროში თავისი ეგოს კულტივირებას ახდენს, ის ფიქრობს, ეს მინდა ეს არ მინდა, ეს მომწონს, ეს არ მომწონს. Но преданный готов подняться над этим. Значит, ты даже если что-то ему может не очень нравиться, ну, какая-то деятельность, может быть, для него ну, незнакомая, непривычная, там. Но если нужно это для служения, он это сделает. თუმცა ერთგული მზადა მოსწონს თუ არ მოსწონს, ჩვეულია თუ არა ჩვეული, თუმცა მსახურებისთვის საჭიროა ის ამას გააკეთებს. В этом уникальность вайшнавов, потому что ну, в обычной жизни мы бы какие-то вещи не стали делать. Скажем, ну это не по моей природе, это не то. А здесь он говорит, надо для служения, все сделаем хорошо. И с удовольствием преданный делает. И хотя это не его профессиональная деятельность, что-то, но он от этого получает удовольствие, какой-то экстаз. ეს ვაიშნავის განსაკუთრებულობაა. ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ჩვენ ვიტყოდით, არა ის არ არის ჩემი პროფესია, ეს ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ ვაიშნავი თუ მსახურებისთვის საჭიროა, ამას გავაკეთებ და ამისგან ექსტაზს მიიღებს. Вот об этом как раз говорит вот это вот название слуги, кинкара. Что сделать? და ამაზე მეტყველებს ზუსტად ეს სახელი მსახურის კინკარა, რა გავაკეთო? Вот, кара, кария. То есть определенный набор деятельности, которые рекомендуется. О них дальше говорит шляпа для детей. Каран, кариян, მოქმედებების გარკვეული კრებული, რაც საჭიროა რომ შეასრულოს, გაშიაპა ამის შესახებ შემდეგ ეთქვის დიტის. И второй аспект – это запрещенные вещи, которые называются ниши. მეორე ასპექტია აკრძალული რაღაცები, რომელსაც ქვია, как называется?
Нишидха. Нишидха. Здесь вот в тексте говорится нишидхани. Это слово во множественном числе. Есть не одно, а набор действий, которые неблагоприятны. ეს ტექსტში ნათქვამია ნიშიდჰანი, ანუ არაერთი ესეთი მოქმედება, არამედ მოქმედებათა ნაკრები, რომელიც არასასიკეთოა. Даже не просто неблагоприятны, они запрещенные действия. არა მხოლოდ არასასიკეთო, არამედ აკრძალული მოქმედებებია. Как, например, для вайшнавов запрещенным является принимать в пищу плоть других убитых живых существ. Это нишидха. მაგალითად, ვაიშნავისთვის ნიშიდჰა არის მიიღოს სხეული სხვა მოკლული ცოცხალი არსებებისა. Вот, то есть это очень важная вещь. Об этом и в Бхагаватам говорится, скажем, пока человек не отказался от мясоедения, ему очень сложно понять вот эти вот ценности. Прана в нем не оживает, о чем мы говорили, вот эти чувства. და ბჰაგავატამშიც არის ამაზე ნათქვამი, სანამ ადამიანი მახორცეს ჭამას არ დაანება თავი, ვერ გაიგებს ამ ფასეულობებს, პრანა მასში ვერ გაცოცხლდება. Потому что, вот это насилие, убийство животных, это делает человека таким бесчувственным. Он не может чувствовать, он такой огрубевший. რადგან ძალადობა ცხოველთა ხოცვა ადამიანს სასტეს უგრძნობს ხდის და ვეღარ გრძნობს, გაუხერხებული ბუნება აქვს. То есть он обремененный грехами, и поэтому как бы ему непонятно это. Кто там преданный занимается. წოდობით არის დამძიმებული და არის მის რითია ერთგულები დაკავებული, ვერ ვიგებ. Но если он вдохновляется следовать вот этому процессу, значит, избегает вот эти нишидха, запрещенные действия, то очищение происходит. მაგრამ თუ თანხმდება, რომ ამას მიყვეს და ამ ნიშიდჰას, ანუ აკრძალულ საქმიანობებს აღარ ასრულებს, მაშინ განწმენდა ხდება. Здесь, видите, говорится, что такое вот эти нишидхани. То есть это действия, которые рушат прогресс. Гнанти означает буквально убивает. То есть человек вроде бы хочет, он думает попрактиковать там что-то, хочет ощутить, но одновременно он совершает такие действия, которые убивают просто в нем эту духовность. აქ ნათქვამია ნიშიდჰანი ისეთი ქმედებებია, რაც ანგრევს ყველაფერს, სულიერად კლავს ადამიანს. Соответственно, это, как бы очень серьезно следование принципам, если мы хотим достичь успеха в духовном. Tāpēc სერიოზულად მნიშვნელოვანია ძალიან სერიოზულად მივყვეთ პრინციპებს თუ გინდა სულიერ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევა. И здесь, по сути, мы с дальнейшем повествовании увидим, что Дити начала следовать, и в итоге преображение произошло. И вместо того, чтобы там родить сына, который убил бы Индру, он стал, у него там родились божественные дети. ჩვენ ხედავთ შემდეგ ვიხილავთ, რომ დიტიში გარდაცახვა მოხდება, რადგან ამას დაიცავს და მიყვება და იმის მაგივრად, რომ დემონი გაეჩინა, ეყოლება ღვთაებრივი ბავშვები. Ситуация показательная. Здесь Дити, есть у Кашьяпы две жены, Дити и Дану, от которых пошли роды демонов, Дановы и Дайти. და კაშეპას ორი ცოლი ხავს, რომლისგანაც დემონები წამოვიდნენ, დიტი და დანუ, დანავები და დაიტიები. То есть и предполагается, что вот эти матери
В целом они тоже имеют склонность к таким демоническим мировоззрениям. და ჩვენ ასე ვთქვათ, მოლოდინი გვაქვს, რომ ამ დედების შვილები склонность материи, то есть матери, они демонические, да? Да, რომ демонические. დედებსაც ექნებათ დემონური მიდრეკილებები. Но здесь посмотрите, мать целого рода демонов, дети рода Дайти, много-много демонов, там целые огромные, и некоторые из них были очень демоничные. Вот. Но сама мать, от которого все пошло, она в результате вайшнавской практики прониклась духом и родила божественное потомство. და ხედავთ, რომ დიტის ანუ მთელი დაიტების შვა, ანუ დემონები და თვითონ დედაკი სულიერი პრაქტიკით, ასე ვთქვათ, სული შეიმეცნო და ღვთაებრივი შთამომავლობა გააჩინა. Поэтому как бы этот процесс универсальный. Иногда мы живем в такой культуре, нам кажется, что, ну, наверное, я тоже и демон, в общем. Потому что, ну, мы Универсалури детство, ну, какими-то вещами живем так, нечистый образ жизни, ну, не соответствующий браманическому стандарту, мы едим там, не ту пищу используем, все такое. და ჩვენ მნიშვნელოვანია ის, რადგან ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რაღაცა თავი დემონებად მოგვეჩვენოს, რადგან არავაიშნაურ კულტურაში ვართ, ხან არასასკეთო საკვებს უჭამთ და ასე შემდეგ. Но если мы искренне принимаем брату, начинаем здесь исследовать, то результат придет. Это научный процесс, о чем и учит нас Шрила Прабхупада. და მაგრამ თუ მივყვებით ამ პროცესს, მაშინ შედეგი იქნება ეს მეცნიერული პროცესი, რასაც გვასწავლის შრილა პრაბჰუპადა. Давайте я остановлюсь на этом. მოდით ამაზე შევჩერდები. Тема. Будут ли какие-то вопросы, дополнения? რაიმე შეკითხვები ან დამატებები ხომ არ გექნებათ? Харе Кришна, можно вопрос? Тарапанди прав. Да, слушай. Спасибо большое, очень интересная и глубокая лекция. И можно сказать, что вот этот солнечный путь это гьяна-канда, а луни это карма-канда, то есть солнечный путь это путь Упанишат, и лунный путь это как то, что учит, например, Самхити Брахмани, то есть жертвоприношение. Ну, там, по всей видимости, солнечный путь – это гьяна-канда, так же, как и упасана-канда. Ну, то есть там же есть три – гьяна-канда, упасана-канда и карма-канда. Упасана – это тантры, да? Тантры же панчаратри. Упасана – значит поклонение, путь поклонения божественному, поклонение Богу в высшем смысле. Упасана канда же в тантрах описывается, да, поклонение Божьему. Ну, как уже, то есть это уже практическое предложение. То есть гьяна канда, она, так сказать, описывает, может быть, теорию, да, большей частью, такое философское понимание, а упасана это уже, уже как еще дополнительные методы, практики, которые усиливают прогресс, помогают нам в духовном развитии. Спасибо. И еще у меня есть вопрос. Вы сказали, что солнечным путем, то есть через лучи солнца человек таким образом достигает солнца, и его карма полностью уничтожается. И
Вы можете это, ну, разъяснить, что это означает? Если мы дошли до Солнца, там же Солнце же тоже, ну, райская планета, и там у них же тоже есть карма. А духовный человек хочет же выйти за пределы Вселенной и пойти или в Брахман, или там в духовном мире, там как, где нету кармы. И, и что значит вот идти вот через Солнце, и в Солнце уничтожится карма? Да, ну и в данном случае я сослался на путь, который упоминается Шримад Бхагаватам, Дева-яна. Это путь восхождения к Богу, но он считается как постепенный путь. А, ну вот. А, И в отношении преданных есть э, два варианта: либо мгновенное достижение Бога, либо значит, вот этот постепенный путь по пути света восхождения. Мгновенно имеется в виду, что когда душа оставляет тело, и благодаря преданности она сразу там Господь забирает ее, и даже не надо знать никакой путь. То есть это как бы третий путь уникальный. Вот. Но в противном случае в Упанишадах там описан вот этот путь через солнце, и в Бхагаватам он тоже упоминается. И но он такой, как йогический путь, с одной стороны, но в каком-то смысле мы тоже йоги, мы же, поэтому это нас тоже в некотором смысле касается, хоть мы больше делаем акцент именно на предании, и чтобы просто не самому там куда-то вознестись, а чтобы Господь освободил нас. Ну, вот так. Да, спасибо. Ну, в Брихат Бхагаватам ведь, даже тоже описано, что есть такой путь, да? Например, как Гопкумар поднимался. Но вот если, если это солнечным путем, но солнечный свет же то до Солнца просто настал идет, а нам же надо выйти за пределы Вселенной. Там он не до Солнца, он идет до Брахмалоки. Просто Солнце – это как врата. В соответствии вот с этим учением Упанишад, то есть как раз вот этот проход через огонь Солнца, он сжигает прарабдху окончательно. По Мгм. крайней мере, так вот объясняют тексты Упанишад, и там есть такие буквально шлоки, где говорится, что когда пока еще, скажем, душа вышла из тела и начинает восходить, но еще карма как бы остается. Но когда он вот этот диск через него проходит, то солнце оно сжигает уже всю прарабдху, и тогда уже душа достигает очень высокой степени свободы, и она практически для нее нет возврата даже. Если, то есть это не просто там карма-йог какой-то, а именно не просто тот, кто там идет на райскую планету, а именно тот, кто идет к Богу, и на этом пути Солнце становится очистительными вратами. И через Солнце он поднимается еще на другие планеты, например, Тапалука и так далее, уже освобожденным, или вот когда заходит в эту врату, или сразу на Брахмалоку попадает. Там дальше еще он восходит, по крайней мере, в соответствии с путем Деваяны, он там восходит одно за другим несколько обителей, и вот эти вот более и более высокие божества вселенские, они благословляют его. И конечным достижением становится Брахмалок. То есть разные Ну, планетарные системы, да? да, и иногда там кто-то вот этот йог, он может на какой-то планете задержаться. То есть, допустим,
там ему требуется какую-то карму или что-то там отработать. То есть уже грубой кармы там нету, но какая-то тонкая отработка. Потому Мгм. что ну, в соответствии с этим описанием, когда через солнце прошел, то уже прораб сгорает. Но там какая-то еще эм, предопределение, может быть, для этой души, что где-то пожить на какой-то планете, чтобы еще получить дополнительный опыт, там что-то, закончить свою садану. Это, ну, в учении Веданты это называется садана пурти. То есть он должен, ну, какую-то индивидуальную для него необходимую садану завершить. Вот. И самое лучшее место для этого это Брахмалока, но бывает, что кто-то может и тормознуться на другой какой-нибудь планете, может быть, ну, где ему предопределяет. Там иногда там где-то в шастрах описано, что прям Господь говорит, что тебе надо побыть вот на этой планете. И он там находится, он уже, ну, в принципе, как бы освобожденные. Вот те, кто э, через эти врата прошли, они уже как-то вот, ну, как освобожденные души, но у них может быть какая-нибудь миссия там или что-то еще предстоять, и поэтому э, они могут где-то еще побыть. Куда Господь их определит. Спасибо. И вы сказали, что прарабдха уничтожается, и есть же еще апрарабдха, который плоды пока не принес, да, апрарабдха. А это не уничтожается, апрарабдха карма. А прораб? Не, а прорабство уничтожается еще раньше, она еще... А прорабство уничтожается еще при жизни в теле. А, понятно. Мгм. А вот прораб там дольше ситуация, потому что она не может сразу сгореть, потому что пока тело есть прарабдха, и даже выйдя из тела, она немножко еще какая-то остается прарабдха, пока до солнца вот не зайдет вот этот йог. Когда он через солнце проходит, тогда уже точно нет. Мгм. Понятно, спасибо. И есть, ну, последний вопрос еще у меня возник. Ну, прана, вы сказали, это дух, да, дыхание. Ну, дух и брахман тоже, да, брахман, дух, как будто, ну, выше. И можно сказать, что прана это брахман. То есть, ну, в Панишадах же говорится, что брахман это то и так далее. А можно сказать, что прана это ну, брахман или дух Вишну? Или его паринама, или как-то видоизмененность. Ну, прана связана с, а, как сказать, это глубокий такой философский вопрос, потому что в Упанишадах там дается учение о присутствии Бога во многих, во всем, почти во всем. Поэтому там говорится, там, скажем, Солнце – это Брахма, там, Индра – это Брахма, а, Акаша, эфир – это Брахма и так далее. Ну и прана – это Брахма. То есть и это смысл такой, что эм, э, это помогает осознать присутствие Бога вот во всех проявлениях. Вот. Но м, прана это в ней Бога особенно много есть. Как говорится, там саннидхана, есть такое понятие саннидхана, потому что прана это ближайший помощник Брахмы. То есть, ну, во Вселенной они работают в паре, значит, Господь Брахма и управитель праны, они, ну вот, по крайней мере, это то, что я рассказываю, это в соответствии с учением Мадвачарьи.
Может быть, Шрила Прабхупада об этом не описывает. Это специфическая информация именно вот из этой сампрадаи, потому что там они много с этим связаны. Сам Мадхвачарья — воплощение праны. Он сам воплощение праны, вот этого бога праны. И говорится, что бог праны, он такой великий преданный, он, когда Брахма текущий оставляет, уходит в духовный мир, прана становится следующим Брахмой. Это уже предопределено. Вот. И он, и как бы, они оба заведуют вселенскими, ну, там, скажем, махаттатвой, то есть вселенским сознанием. Ну, тут много подробностей есть. Брахма, он как в целом смотрит за всей Вселенной. Он как бы своим сознанием пронизывает всю Вселенную своим разумом. Вот. А вот его помощник Прана, он имеет уникальную способность, он оживляет этот же самый принцип уже в каждом воплощенном существе. То есть этот тонкий интеллект, который помогает осознать Бога. Ну и в связи с этим, это очень большая философия, мне сейчас в 2 словах сложно ее рассказать, но надеюсь, я вас не сильно запутал. Спасибо большое, интересно очень. А прана это связано с тонким телом, то есть это наше тонкое тело или просто воздух или Это основа что-то? тонкого тела, праны, потому что все функции тонкого тела в корне своем имеют как бы коренную энергетику праны. И поэтому это очень высокая энергия, которая тоньше, чем ум, тоньше, чем интеллект. Это корень сознания дживы. Его называют, значит, джива чайтанья. То есть чайтанья, ну, это я сейчас вдался, мы вдались в такие очень философские вещи, потому что, может быть, не так просто сразу. И вот прана связывает тонкое тело с грубым, когда она циркулирует, или не так? Ну, прана входит в грубое тело. В принципе, да. Как бы прана, душа через прану, оно может вселяться в душу, в тело, да, через прану. Через прану оно чувствует. Вот, мы же чувствуем, у нас есть чувства, мы можем чувствовать боль, там, ощущения в разных членах тела, разные чувственные удовольствия. Значит, и все они работают на энергетике праны. Праны — это как бы такая универсальная, ну, как электричество, да, допустим, мы можем электричество задействовать, можем охладить, можем согреть, можем там, значит, сделать цифровую, это, компьютер сделать и там на нем много чего сделать. Но все работает на электричестве. Да, везде электричество одно и то же. Так же самое прана — это такая тончайшая универсальная энергия, от которой все функции включаются. И без нее ничто другое не работает. Мгм. Спасибо большое, интересно. Вот. Ну, спасибо. Надеюсь, я не слишком вас запутал философскими понятиями. Ну, просто я сам, так сказать, изучал эти вещи, переводил, и поэтому такая склонность есть делиться. М, Ну и в целом это оно все пересекается, если мы и с ними
думаем об этом и начинаем мыслить в этих категориях, то нам легче понять многие вещи в том же самом Бхагавадгите, в Бхагаватам, потому что наши шастры, они описаны таким как раз философским языком, и где вот эти понятия, они тесно присутствуют. Да, спасибо. Да, мне, например, очень интересно. Вы сейчас в ашраме или дома? Я дома. Наверное, у других нету, да, вопросов? Хорошо. Играть больше не могу. Харе Кришна. Харе Кришна. Ну, тогда закончим, да? Да, можем закончить. Да, но я прошу мне ссылку тогда пришлите на запись. Может, запись Хорошо. есть. Да, пришлю. Мгм. Ну, нужно, да, группы. Грантараш Шримад Бхагаватам. Да. Хорошего дня всем. М. Харе Кришна. Спасибо большое, Гададхара Пандит Прабху ки джай. Харе Кришна.